и Бухара, два величайших центра таджикской культуры, оказались оторваны от своего народа и переписаны в чужую историю. Сегодня мы обратимся к мировым источникам, которые прямо называют это трагедией таджикского народа. The Diplomat – таджикская трагедия Узбекистана. Одной из самых печальных особенностей Центральной Азии стала трагедия таджикского народа. Главные культурные центры таджиков Бухара и Самарканд сегодня находятся в Узбекистане. Независимые наблюдатели считают, что таджики до сих пор составляют там большинство. По оценкам, до 30% населения Узбекистана таджики – это около 9 миллионов человек. Ref World. Таджики веками жили в Бухарее и Самарканде, но советские искусственные границы оторвали эти города от таджикского народа. Это привело к трагедии. Таджики столкнулись с давлением, закрытием школ, лишением языка и прав. Сегодня миллионы таджиков продолжают жить в Узбекистане, оставаясь крупнейшим меньшинством страны, но их голос все еще заглушен. Ричард Фолс. A History of the Tajiks. Страница 120. В 1924 году комиссия рекомендовала включить в Таджикскую ССР Самарканд, Бухару и Худжанд. Но в итоге добавили только Худжанд. Самарканд и Бухару оставили в Узбекистане. Так миллионы таджиков предали и лишили их исторических центров. Таджиков лишили права на свою землю. Их либо насильно записывали узбеками, либо заставляли уезжать. Страница 11. Официально таджиков в Узбекистане записывали как меньше 5%, но настоящая цифра была в несколько раз выше. Большинство таджиков насильно регистрировали как узбеков, стирая их идентичность. И только доверившись, они шепотом признавались: «Мы таджики». На улицах Самарканда и Бухары люди говорили не по-узбекски, а по-таджикски. Именно эти города историки называют центрами таджикской цивилизации и персидского возрождения.